Этот материал делается для того, чтобы вы могли вашим партнерам отправлять эту запись с разъяснением, как работает механика покупки жилья или механика покупки автомобиля за 35% от стоимости. Итак, давайте разберем одну машину и одну квартиру. Напишите, пожалуйста, марку машины и стоимость, и что-нибудь быстренько разберем, расскажу, как это работает и какие договора подписываются. В чат можете прямо написать. Давайте один пример разберем. Нива Урбан, 600 тысяч рублей. Все, первый человек написал, я вижу. Так, Нива Урбан. Нива Урбан, 600 тысяч рублей. 600 тысяч рублей. Вы вносите 600 тысяч рублей. Мы умножаем на 35%. Это 210 тысяч рублей. Давайте другим цветом. Взнос. 210 тысяч рублей вносите, плюс 10 тысяч – это консультационный договор. Какие договора мы подписываем? Первый – это договор займа на ту сумму, которую передали, на 210 тысяч рублей. Второй договор мы подписываем договор поручения. Поручение нам тут мешает. Договор поручения. И третий договор консультационный. Соответственно, по договору займа вы нам передаете 210 тысяч рублей. В договоре поручения написано, что вы поручаете вернуть займ, только вместо возврата займа мы вам перечисляем, вы просите нас перечислить 600 тысяч рублей контрагенту, у которого вы будете приобретать непосредственно Нива Урбан. И консультационный договор – это сумма в размере 10 тысяч рублей, которая идет на обслуживание вас как клиента. Соответственно, вы внесли 210 тысяч рублей, и на 95-й день вы становитесь сразу собственником этого автомобиля. 95-й день. Четвертый важный пункт – без каких-то обременений. Так, еще раз проговорю механику. Евгений Зубков написал: «Хочу Нива Урбан, она стоит 600 тысяч рублей». Вы вносите 210 тысяч рублей, это 35% от 600 тысяч. Вносите 10 тысяч рублей за обслуживание вас как клиента, и на 95-й день вы становитесь собственником непосредственно Нивы Урбан. То есть компания на 95-й день выходит на сделку и оплачивает либо автосалону, либо вашему товарищу, если это вдруг Нива Урбан бэушная, сумму сделки. Дальше, какие мы подписываем договора? Это договор займа, договор поручения и консультационный договор. И очень важно, что на 95-й день уважаемый, я потерял, Евгений становится сразу собственником без каких-то обременений. То есть машина сразу в его владении. А машину клиент сразу или на 95-й день? Ольга, клиент получает на 95-й день автомобиль. То есть он вносит 35%, мы начинаем зарабатывать его деньгами, и на 95-й день он садится на автомобиль. Соответственно, мы проплачиваем эту сделку либо автосалону, либо человеку, у которого покупает Евгений машину, и он становится собственником. Теперь какие вопросы есть, на что ответить? Схема стала еще проще, чем раньше. Напишите в чат вопросы, которые у вас есть. Я на пару вопросов отвечу и разберем какую-нибудь квартиру, например. Получается, исключили кредитора, чтобы не было залога. Да, Евгений, совершенно верно. То есть раньше схема была, что у вас машина 12 месяцев обременения. В этом случае никакого обременения нету. Вы становитесь собственником сразу на 95-й день. Все правильно.
Так, теперь, какие вопросы есть? Я хочу, чтобы вы максимум их задали, чтобы это было полезно для тех людей, которые посмотрят потом это видео. Уточните, пожалуйста, по обслуживанию 10 тысяч или 10%, как ранее озвучивалось. Авдуся Ирин, привет. Это будет 10 тысяч рублей обслуживания. Так, Артем, через 95 месяцев договор займа аннулируется. Да, только не через 95 месяцев, а через 95 дней. Соответственно, мы с вами в договоре поручения договариваемся о том, что мы ваш договор займа исполняем тем, что вам покупаем автомобиль. Дальше Эльмира спрашивает, сколько случаев покупки машины и квартир через компанию уже было? У нас на данный момент, мы только-только запустили эту программу, у нас 9 подписанных договоров, плюс с учетом сегодняшнего 10 подписанных договоров. У нас из них 8 это по автомобилю, и 1 по земельному участку, и 1 по квартире, вот буквально сегодня. Так, дальше пошли вопросы. Что написано в договоре займа? Альбин, это договор займа стандартный. Я в конце оставлю номер телефона. Напишите по этому номеру телефона. Давай сейчас напишем номер телефона. Напиши, пожалуйста, номер телефона Екатерины. Оставим номер телефона. Напиши, пожалуйста. Оставим номер телефона, продиктуй что-то. Оставляем номер телефона. И шаблон договора вы можете запросить вот по этому номеру телефона. Дальше Ольга спрашивает, только с салона? Ольга, нет, не только с салона, можно покупать и БУ автомобиля тоже. Что входит в обслуживание 10 тысяч рублей? Евгений, просто к вам прикрепляется персональный менеджер, который следит за вашей сделкой. Рамис спрашивает, договора можете отправить новые для ознакомления? Да, конечно, можем. По этому номеру телефона 8 905 181 16 20. Напишите, пожалуйста, все ваши вопросы, если кто-то хочет почитать шаблоны договоров. Ирина, обязательно квартиру сейчас разберем чуть позже. Займ по процент. Наверное, Владимир имел в виду займ под какой процент, правильно? Можете уточнить, пожалуйста, вопрос? Дальше спрашивает Эльмира. Какие риски для клиента могут быть? Здесь, по сути, если мы рассматриваем самый негативный сценарий, там 2 варианта развития событий. Например, клиент нам дает 35%, а у нас не получилось наторговать, условно говоря, ему на автомобиль, тогда в самом плохом сценарии у него возникает право требования обратно своей суммы, которую он нам дал. Вы расскажете людям, откуда вы берете эти 600 тысяч, чтобы вопросов в чате лишних не было. Сергей, да, конечно. Вы уже являетесь инвестором или владельцем какого-то продукта? Эти деньги мы зарабатываем с помощью торговли на биржевых рынках. Откуда берутся, что получают? Сам договорились или просто деньги в счете и нам ехать покупать? Так, сейчас я еще загляну в вопросы. Так, все, пойду по порядку. Альбина спрашивает, в связи с праздниками срок увеличивается? Альбин, да, вопрос правильный. У нас праздничные дни, в данном случае январские, срок увеличится максимум на 14 дней. То есть, условно говоря, это будет не 95 дней, а 95 дней плюс 14. В связи с тем, что некоторые биржи в эти даты не работают. Дальше Александр спрашивает, как перечисляются деньги в компанию за авто? Вы можете подписать договор займа. Соответственно, если вы находитесь в другом городе, вы отправляете эти деньги по реквизитам. Если вы находитесь в городе Казани, можно наличным образом, как вам удобно. Владимир спрашивает, да, под какой процент? По ставке рефинансирования, Владимир. Так, трейд-ин возможен. Александр, трейд-ин возможен, да, конечно, но не с нами. Вы уже договоритесь с автосалоном самостоятельно. По сути, вы просто говорите, вот я хочу за 600 тысяч машину, но она мне будет там, условно говоря, машина стоит 700, я вот сдал свою машину,
она будет стоить 600 вместе с трейд-ином. Вот вам 35%, оплатите мне, пожалуйста, 600 тысяч. Так, возвращаемся в чат по вопросам. Азат, насчет нашей выгоды, на самом деле все просто. Когда мы работаем, например, с деньгами инвестиционными, это, по сути, деньги инвесторов. Ну, то есть, когда нам размещают депозит в $1000, инвестор в любой момент может забрать этот депозит. А в случае, например, с машинами и квартирами, у нас там клиент вносит 35% один раз, мы за 3 месяца зарабатываем для него на квартиру, но эти 35% остаются у нас и работают теперь только на нас. Дальше Альбин спросил, что получает пригласитель. Альбин, пригласитель получает разово 5% от той суммы, которую, на которую человек заключил договор. Например, если мы рассматривали сейчас Ниву Урбан, на 210 тысяч человек заключает договор, соответственно, 5% от этой суммы получает пригласитель. Это вы будете с салоном договариваться или просто деньги пришлете, а нам ехать и покупать? Наталья, мы связываем с вами на 93-й день, и вы говорите нам реквизиты, куда нужно отправить деньги за ваш автомобиль. Соответственно, мы отправляем просто напрямую в автосалон. Если это, например, БУ автомобиля, соответственно, вы даете реквизиты банковские продавца автомобиля БУ, и мы отправляем ему. Александр спрашивает, если у компании не получится наторговать, компания предложит продлить договор займа. Ну, на самом деле мы такой вариант развития событий еще не рассматривали, потому что мы опирались на самую низкую доходность для того, чтобы закрыть эти потребности. Поэтому, давайте, если рассматривать действительно пессимистичную ситуацию, я думаю, что там два варианта. Либо мы вам говорим, извините, у нас не получилось, и возвращаем вам сумму займа, либо действительно предлагаем продлить договор займа. Но мы исходили из расчетов самых маленьких процентов. Артем спрашивает, нужны ли договора или какие документы на покупку квартиры или машины? Артем, нет, не нужны договора. Вы просто даете реквизиты, и согласно нашим договоренностям по договору поручения, мы по этим реквизитам отправляем деньги. Денежные средства целевые отправляются продавцу непосредственно. Ирина, да, совершенно верно. То есть мы отправляем эти деньги продавцу. Так, если есть еще какие-то вопросы, пишите. Если нет вопросов, давайте разберем какую-нибудь квартиру. А если цена в первом месяце была одна, а через 3 месяца цена на машину изменится? Наталья, например, как советую... Как у нас, например, сейчас клиенты договариваются вместе с нами. Они говорят, так, я хочу машину за 600 тысяч рублей. Соответственно, я вношу вам 210 тысяч рублей. А машину уже фактически они обычно начинают подбирать в последний месяц. То есть первые 2 месяца деньги работают, человек просто присматривается, а последний месяц активно начинает искать автомобиль. Это первый вариант развития событий. Второй. У нас есть, например, клиенты, которые берут новые машины, они приходят в автосалон и говорят, я оставляю там предоплату 50 тысяч рублей, через 3 месяца я эту машину забираю. Вот такой вариант кто-то делает. Итак, напишите, пожалуйста, давайте какую квартиру посчитаем. Дальше Азат, кстати, в вопросах еще. Азат спрашивает, 95 календарных или рабочих дней? Календарных дней, Азат, не рабочих, календарных. Компания будет проверять, купил ли человек машину или нет. Еще раз, Александр, мы же отправляем деньги непосредственно продавцу, не человеку. Все, вижу, Рамис, квартира 8 миллионов. Можно перелистнуть, пожалуйста? Квартира 8 миллионов. Все, давайте сейчас посчитаем. У нас есть квартира. Так, интересно, будет видно. Оп.
У нас есть квартира. Стоимостью 8 миллионов рублей. 8 миллионов рублей. Соответственно, человек понимает, что он хочет переехать в квартиру стоимостью 8 миллионов рублей. Он вносит 2 миллиона 800 тысяч плюс 10 тысяч рублей. И здесь механика такая же простая. На 95-й день он становится собственником этой квартиры. $8 миллионов. 2 800 вносит клиент, Рамис вносит, плюс 10 тысяч рублей. На 95-й день мы выходим на сделку, мы оплачиваем эту квартиру по тем реквизитам, которые укажет нам Рамис. Подписываем 3 договора. Договор займа, также договор поручения и консультационный договор. Все. Соответственно, на 95-й день мы проплачиваем сумму в размере 8 миллионов рублей, и Рамис заезжает в квартиру. В госрегистрации будет ли как-то фигурировать сумма у продавца, то, что он получил от вас эти деньги? Светлана, если честно, не очень понял вопрос. Что значит в госрегистрации? Что такое госрегистрация? Как вносить деньги? 35%. Еще раз номер телефона. Открой, пожалуйста, Екатерина. Мы укажем номер телефона. Артем, если вы находитесь в городе Казани, можно перечислением либо наличным образом. Если вы находитесь не в городе Казань, то можно просто перечислением. Мы также договора подписываем дистанционно. Сейчас я укажу номер телефона. Вот можно прямо сюда внизу. Номер телефона написать. Все ваши заявки на покупку квартиры, на покупку машины за 35% можете оставлять по этому номеру телефона. Также, кто хочет почитать шаблоны договоров, тоже пишите на этот номер телефона. Всем в рамках очереди отправим. Дальше вопросы. Госрегистратура. Светлана, если вы имеете в виду Росреестр, где квартира оформляется в собственность, то им не нужна эта информация. У продавца есть деньги, он деньги получил, он вам передает право собственности через Росреестр. Может быть, просто я не понимаю, что такое госрегистратура. Дальше. А договор собственности заключается между строительной компанией и кем? Финика? Ален, нет. Договор собственности заключается с клиентом. То есть мы отправляем просто сумму на реквизиты либо застройщика, либо просто продавца, который продает квартиру, а собственником становитесь вы, не Финика. Дальше Рамис спрашивает, я прослушал про гарантии, я еще раз могу проговорить. В случае негативного сценария, например, условно говоря, на 95-й день какие-то там что-то произошло, что мы не купили вам квартиру, у Рамиса появляется право требования 35% согласно договору займа на сумму 2 миллиона 800 тысяч, которую он нам передал. Куда сдаем документы на сделку? Да, Светлана, я понял, им без разницы, по сути, откуда деньги поступили, деньги ведь уже у продавца. Ален, договор купли-продажи оформляется на клиента, не на компанию Финика, то есть все, мы проплатили сделку, собственником является клиент, который внес 2 миллиона 800 тысяч и планирует купить квартиру за 8 миллионов. Дальше. Для Казахстана те же правила при покупке недвижимости, как и для России. Нурлан, да, совершенно верно. Мы готовы работать с Казахстаном. Тоже по этому номеру телефона можно оставить заявку на расчет. Такие же условия. Раньше нужна была расписка о получении денег. Буквально 2 или 3 недели назад
сделка была по купле-продаже квартиры, там такого не спрашивали. Но, Светлана, я на всякий случай уточню. Вы свой вопрос продублируйте, пожалуйста, по номеру 8 905 181 16 20. На всякий случай мы перепроверим ваш вопрос, хорошо? Дальше Наталья спрашивает, а если я пока не знаю, какую машину хочу, даю вам, к примеру, 300 тысяч рублей, на 90 день иду выбирать машину. Если машина будет стоить чуть больше или чуть меньше наработанную сумму, можно разницу доплатить или забрать? Светлана, это обсуждается в индивидуальном порядке. Насчет доплатить точно можно, а забрать разницу, я думаю, что тоже будет можно. Рамис спрашивает, забегая вперед, договор займа заключается с кем? У вас, Рамис, два варианта. Кто вам больше нравится? Либо на имя мое, либо на имя Кирилла Доронина. Александр спрашивает, долевое строительство участвует в программе? Если честно, я не очень понял вопрос, но, например, да, мы можем профинансировать сделку, то есть, например, квартиру, которая еще строится. Ну, то есть, по сути, нам же без разницы, вы просто даете реквизиты застройщикам, мы туда оплачиваем денежку. Рамис, мы заключаем договора с физлицом, так как деньги мы потом отправляем на биржу через брокерские счета физлиц. А на Северном Кипре можно выбрать квартиру. Наталья, да, можно выбрать квартиру на Северном Кипре. Причем я хочу обозначить, что можно покупать по программе. Можно, пожалуйста, перелистнуть? Что можно покупать по программе ЗК-35? Это квартиры, дома, земельные участки. Что у нас еще можно? Квартира, дом, земельный участок. Нет, это из недвижимого имущества. Дальше. Авто. Автомобили. Это могут быть и легковые автомобили, и грузовые автомобили. Дальше. Квадроциклы, снегоходы. Ну, можно написать техника, спецтехника, авто, спецтехника, ну и все получается. Сюда же у нас идет коммерческая недвижимость, совершенно верно, коммерческая недвижимость, гаражи. В общем, все движимое и недвижимое имущество можно приобрести. Единственная сумма вашей покупки должна начинаться от 500 тысяч рублей. От 500 тысяч рублей. Это минимальная сумма покупки вашей. Дальше. Программа работает только в РФ. Рамис, мы сейчас, по сути, у нас сейчас кейсы только по России, но если есть люди, которые готовы купить за границей, мы готовы поработать с этими людьми, первые 10 человек в частном порядке, чтобы понять, как совершать переводы, законодательство тех стран, и потом мы готовы это планировать уже на большее количество людей. Поэтому, да, сейчас можно купить недвижимость и за границей. Сейчас еще раз номер телефона укажем, по которому прямо вот сюда можно, жирно, крупно, только синим. За границей тоже можно. Уже наизусть выучил, да. Дальше. Можно ли за границей, например, в Индии? Да, давайте пробовать. То есть мы сейчас первые 10 кейсов сделаем по разным странам, и мы поймем механику, как это сделать. Можно ли покупать автомобили БУ через автосалоны? Татьяна, да, можно покупать БУ автомобили тоже. А то, что будут впереди новогодние праздники, эти 95 дней не отодвигаются. Светлана, отодвигаются? Вы, видимо, просто прослушали ответ на этот вопрос. Отодвигаются. Примерно на 14 дней отодвинется, так как большая часть бирж не работает. Елена, да, запись будет. Добрый вечер. Так, у нас еще в вопросах есть вопросы. Тут повтор вопросов.
Итак, по этому номеру телефона вы можете оставлять свои заявки на расчет, можете консультироваться, вы можете просить шаблоны тех договоров, которые мы подписываем с клиентом при покупке движимого и недвижимого имущества. Дальше, с точки зрения рекомендаций. У нас человек, который рекомендует, получает 5% разово от той суммы, которую внес непосредственно клиент. Также мы сейчас разрабатываем маркетинг, чтобы можно было еще некий пассив получать потом, после того, как клиент получает квартиру, например, в течение года. Это разрабатывается, я думаю, к мероприятию 16 ноября в Москве, и на мероприятии мы это непосредственно озвучим. Так, если я буду брать БУ-авто у физлица, банк не заблокирует ему счет, на который поступят средства, и что будет указано в переводе от компании? Александр, нет, он просто открывает счет в банке для того, чтобы принять перевод согласно договору поручения. То есть в случае, если банк спросит, откуда эти денежные средства, на основании чего они пришли, у вас, например, как у клиента, есть возможность дать вашему продавцу договор поручения, согласно которому ему денежные средства поступили на счет. Рамис спрашивает, во время обсуждения условий договора, есть ли у вас практика корректировки условий договора по желанию клиента? Если это определенные рамки желаний адекватные, которые защищают обе стороны, то мы готовы ваши желания как минимум выслушать и обсудить. Так, какие еще есть вопросы? Я отвечу и будем потихонечку прощаться. Могу я указать жену для получения 5% комиссии, как пригласивший меня в эту программу? Дмитрий, конечно, вы можете, если вы хотите принципиально прокрутить такую схему, что ага, дай-ка я сделаю, как будто меня жена пригласила, мне и так мало выгоды, я же машину всего лишь за 35% беру, еще и 5% сверху заработаю на этих людях, то, если вам совесть позволяет, то вы теоретически можете это сделать. То есть получается, даем вам деньги, в салон идем только на 90 дней, чтобы выбрать машину. До этого в салон можно не ходить, через 90 дней вы кидаете деньги на реквизит салона, и все. Наталья, это ваше желание. Я же говорю, у нас кто-то идет прямо перед сделкой, смотрит. Кто-то, например, приходит и говорит, я хочу конкретно квартиру вот в этом доме. Я договорился с продавцом, что он 3 месяца подождет. Я ему дал задаток 50 тысяч рублей, и он 3 месяца ждет сделки. То есть всегда по-разному. Как договор заключается с строительной компанией на недвижимость? Елена, мы не заключаем договор со строительной компанией. Договор со строительной компанией заключаете вы. Вы становитесь просто... У вас происходит договор купли-продажи. Мы просто отправляем деньги согласно договору поручения. Собственником становитесь вы. Так, у нас есть еще вопросы. Александр спрашивает, можно ли купить авто не себе, а кому-то? Александр, да, можно, проблем нет. Давайте еще вопросы позадавайте, я потом еще один раз проговорю механику, и на этом все, в принципе, заканчиваем. Есть ли еще какие-то вопросы? Можно листочек назад, пожалуйста, еще? Там, где мы про квартиру обсуждали. Здравствуйте, я уже инвестор, меня интересует эта программа. Человек меня пригласил, вышестоящий получает 5% от сделки. Яна, да, совершенно верно. Человек получит 5% от вашего взноса. Дальше спрашивает Араик. Если я правильно произнес, если неправильно, прошу прощения, авто обязательно через автосалон или авто напрямую, или можно напрямую продавцу деньги вы потом переведете. Авто не обязательно должно быть с салона. Можно и с физлицом договориться о покупке. Наталья спрашивает, если у вас что-то не срастется, 35% вернете? Не срастется, для меня это такой абстрактный вопрос. У вас есть право требования, если мы вам вдруг по каким-то причинам не покупаем автомобиль, право требования 35% есть, совершенно верно.
В чем выгода заключения договора, если точно так же можно купить индекс и на 95-й день идти покупать авто? Ну, Евгений, мы ж не заставляем, это ваше право, проблем нет. Просто кому-то удобнее закрывать определенную задачу с помощью определенного инструмента, а у кого-то просто склад ума, ну, который использует инструмент индекса. Итак, еще раз проговорим механику. Например, человек хочет квартиру стоимостью 8 миллионов рублей. Он вносит 35%, это 2 миллиона 800 тысяч, плюс 10 тысяч рублей. На 95-й день компания Финика отправляет сумму 8 миллионов рублей продавцу. И клиент на 95-й день, когда мы отправляем деньги, становится собственником без каких-либо ограничений. Это важно. Какие договора мы подписываем? Когда человек передает 35%, 2 миллиона 800 тысяч, мы на эту сумму подписываем договор займа, мы подписываем договор поручения на исполнение своих обязательств покупки квартиры стоимостью 8 миллионов, и консультационный договор – это на сумму 10 тысяч рублей за ведение вас как клиента. На этом все. Если нет вопросов, ну, давайте я еще минутку подожду. Если вопросов нет, то… Так, в разделе вопросов нет. То будем закругляться. По этому номеру телефона оставлять свои заявки на расчет всего движимого, недвижимого имущества, которое вы хотите для себя приобрести и в России, и за границей. И также здесь можно запросить шаблоны договоров для ознакомления. У меня все. Всем пока. Вопросов пока нет, потому что… Все, звук пропал. Александр, попробуйте обновить. Уже не надо, говорят. Все, спасибо вам, спасибо за вопросы. Я думаю, мы когда сможем запись выложить? Завтра? Послезавтра, да? К понедельнику у нас будет запись. Все, я прощаюсь. Есть какие-то вопросы, если вы напишите в чате, я еще полминуты здесь, я на них отвечу. Все, всем спасибо большое.